Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Мои милые, кто делает донаты моему каналу, земной вам поклон, огромнейшее вам спасибо. И дай вам Бог в 1000 миллион раз больше, чем вы помогаете мне. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что уже сейчас спешит в вашу жизнь, на ваш порог, в ваш дом? Мои дорогие, пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, подумайте о своих мечтах, планах и надеждах, о том, что происходит сейчас с вами. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что уже сейчас спешит в мою жизнь, на мой порог, в мой дом? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте же посмотрим, что уже сейчас спешит в вашу жизнь, в ваш дом, на ваш порог. Ой, тут и людей много так у нас, и обстоятельств, и событий. Так, начну я, пожалуй, с самого низа и буду двигаться вверх. Так, прежде всего, вот я хочу вам сказать. Здесь у вас острая ситуация. Острая ситуация, которая либо уже произошла, либо вот там произойдет, буквально там со дня на день, да, с часу на час. То есть острая ситуация с женщиной, либо из-за женщины, то есть какой-то либо женщина, либо из-за женщины, либо вы приревнуете, либо с кем-то поссоритесь, да, может быть там с мамой, с подругой, с сестрой, с кем-то может коллегой, да, начальницей, либо там с любимым человеком поссоритесь из-за какой-то женщины, опять же таки может быть там ваша свекровь, либо его мама, либо не знаю, там какая-нибудь девушка, да, которую вы приревнуете. То есть этот момент и есть острой ситуации. Здесь вам, конечно же, лучше помолчать. Да, помолчать и не активничать, потому что я вижу, что вы очень активны, что, знаете, тут как бы начинается все с банального разговора, а заканчивается прям таким конкретным спичем, причем, знаете, вот там щепки во все стороны будут лететь от вашего спича, то есть как-то вы настолько умело прооперируете словами, что ваш партнер, да, либо человек, с которым вы будете, скажем так, в контрах, он просто обалдеет одним словом, да, будет шокирован, насколько вы умеете ранить словами, мои дорогие, да, вот именно тут такая ситуация идет. Конечно же, я вам рекомендую быть немножечко посдержаннее, да, потому что, есть за вами такая особенность, что вы, если там входите в раж, да, вас практически невозможно остановить, вы и сами от себя не ждете. Если вам этот человек очень дорог, очень важен, не обижайте, поймите, что там закралась какая-то ошибочка, да, и если вы спокойно начнете обсуждать и разбираться, вы найдете, в чем все-таки ошибка закралась. Может быть ложная информация, может быть ложное восприятие информации, понимаете, вот такой момент. Но если вы дадите волю своим мыслям и эмоциям, то можете, конечно, поссориться и надолго даже, да, можно так сказать, потому что я вижу, что и вы обижены, и человек обижен, да, и два вот таких вот барашка упертых, да, вот такая ситуация между вами происходит. Так что, мои дорогие, не спорьте, не ссорьтесь. Лучше спокойно все проясните и выясните. Так, следующий момент. Я вижу, человек на чем-то едет. Либо это автомобиль, либо это мотоцикл. Сразу вам хочу сказать, что нужно быть крайне аккуратным человеком, крайне аккуратным. Я не вижу вины вашей. Я не вижу, что вы там что-то не так делаете, да, возможно, человек, который будет либо навстречу к вам двигаться на машине или на транспортном средстве, пешком ли, вот этот человек другой, он будет в каком-то состоянии измененного сознания и может стать какой-то опасной ситуацией для вас, понимаете? Поэтому кто у нас водитель, кто у нас мотоводитель, автомобилеводитель, да,
водитель автомобиля, извините, будьте крайне аккуратны, потому что вот неадеквашка какая-то вам повстречается. Извините за слово, но по-другому тут и не скажешь. Человек в каких-то ужасных эмоциях, да, либо он расстроен, либо он болен. То есть человек вот может спровоцировать какую-то неприятную ситуацию. Так что берегитесь. Да? Песочек показал, значит, это все можно поменять. Будьте аккуратны. Так, следующий момент. Здесь момент человека перевернутого. Вот видите, человек вверх ногами находится. Кто-то в очень тяжелой ситуации, кто-то из ваших знакомых, может быть близких, может быть, не знаю, даже соседи могут быть, да, человек нуждается в помощи. Причем попал человек в какую-то глубокую яму, какую-то ловушечку, даже, не знаю, то есть как-то тяжело. Человеку тяжело. Если есть возможность, помогите. Тут даже человеку не столько материальная помощь нужна, сколько эмоциональная, да, поддержка, просто поддержку. Дайте человеку, не знаю, там хорошее слово скажите, да, скажите, что я рядом, можешь порассчитывать на меня, либо там, если что, обращайся, и человеку уже станет намного легче, намного проще. То есть для вас вот этот человек в таком тяжелом состоянии, он как испытание идет, да, на вашу человечность, на вашу отзывчивость. То есть от вас, в принципе, никаких особых действий не потребуется, только лишь хорошие, добрые слова поддержки. Следующий момент – это, не знаю, на работе вот у вас кто-то либо появится, либо есть, ну, человек, не знаю, там руководитель, кто. Человек невероятно упрямый, вот прям козел вышел, вот извините за слово, но козел он и есть козел. Придется пободаться вам с этим человеком. Причем, ну, не знаю, может, либо человек выше вас по положению, либо человек там умеет как-то, не знаю, взять верх над ситуацией. То есть человек упрямый, крайне упрямый, человек будет с вами бодаться. Что делать вам? Ну, бодайтесь тоже в ответ. А что? Либо исполняйте, либо бодайтесь, потому что другого варианта не будет. Если вы там уйдете в обидки, скажете, что все, типа, я делать ничего не буду, это закончится плохо для вас. Либо вы, да, либо вы на коне, либо, ну, как под конем, что ли. Смотрите, выбирайте свою ситуацию, потому что человек крайне неприятный, вот поведет себя как-то вот очень упрямо и, ну, не знаю, ну, упрямо и глупо. Вот такой момент я вижу. Вам, либо вы, если вы не в том положении, например, это ваш руководитель, а вы не собираетесь менять в ближайшее время работу, то, конечно, лучше промолчать и выполнить ту работу, которая от вас требуется, да, либо то действие, которое от вас ждут. Если человек, например, ваш коллега, либо кто, ну, более-менее равный вам, да, и вы не желаете по чужую дудку плясать, тут, конечно, можно пободаться и себя отстоять. Такой момент тоже я у вас вижу. Так, следующее у нас идет общение в паре в браке, да, вот кто в паре в браке, здесь я вижу прям какая-то страсть у вас проснется, какие-то эмоции яркие пойдут. Слушайте, ну тут может быть такое, что вы, ну, вы как-то очень сильно эмоционируете в сторону друг друга, да, тут может быть плюс и минус, да, вы можете и в плюс эмоционировать, и в минус, то есть какие-то вот качели эмоциональные вас ждут. С чем это связано? Ну, связано это вот с третьими лицами, вот как хотите, есть третье лицо, которое очень сильно влияет, да, которое заставляет, вот как, знаете, такой тайный кукловод заставляет вас подчиняться чужой воле, да, вашу семью, вашу пару. От этого человека нужно обязательно избавляться, выводить его на чистую воду, потому что этот человек, он особо и не прячется, да, либо она. То есть понимать, что из-за чего происходит, и пытаться вот договариваться по-тихому, по-мирному, чтобы отношения ваши были крепкими и стабильными. Хотя, в принципе, еще раз говорю, у кого-то вот прямо у меня идет, как будто бы люди, не знаю, весну почувствовали, да, как будто бы они в самом начале своих отношений, тут какие-то безумные страсти кипят, бессонные ночи. То есть такой момент вот именно страсти проходит. То есть мужчина, не знаю, прям он просто там одурманен, околдован вами. Кстати, может быть отношения треугольника, да. Если у мужчины не свободен, но, к сожалению, они вот такими и будут треугольными, да, а вы будете в ожидании, в позиции ждущего человека, да, либо, например, ваша женщина, она не свободна, то же самое, будете в позиции ждущей. Такой момент происходит. Но страсти, конечно, будет очень много. Какие-то и страсти, и нежность, и эмоции, и чувства, какие-то разговоры бесконечные, признания. Это все будет. Так что, мои дорогие, думайте сами. Хотите ярких эмоций? Ну,
выбор за вами, да, как говорится. Если вы этого человека не выбираете, ну ничего не будет, понимаете, просто ничего не будет. Но если вы идете в эти отношения, вы должны понимать, что ничем хорошим это не закончится. Ну, я имею в виду там свадьба, брак и прочее. Это именно отношения, когда вы будете, ну, ворованное счастье, да, вы будете украдкой наслаждаться друг другом, и больше будет, скажем, переживаний из-за того, что человек не с вами. Тут и ревность может быть, и все что угодно. Так что вот думайте хорошо. Так, еще я вижу у вас дорогу. Смотрите, какая длинная очень нога. Дорога, скорее всего, дальняя. Дорога, она будет, смотрите, какая... Когда пойдете туда, будет все просто супер, все прекрасно, все пойдете, все порешаете, все дела поделаете. Когда будете идти обратно, вам, не знаю, там прилетит еще какие-то проблемы, да, возможно, даже придется вернуться. То есть как-то то, что запланировали, вы решаете, но будет еще какой-то момент, когда вам придется еще раз туда вернуться. Причем это две дороги разные. Одна дорога в светлое время суток идет, а вторая вот она такая либо темно, либо темнее, да. То есть либо это вечер и ночь, либо это раннее очень утро, когда еще не светло. Но эти две дороги, они очень удачные. Тут, кстати, буква Б у вас идет, что-то с буквой Б будет связано. Так, еще я вижу, что кто-то с вами разделит дороги. Возможно, вы с кем-то пойдете, либо человек какой-то за вас какое-то будет дело решать, да, по вашим делам куда-то будет ездить. И знаете, вот такая помощь очень хорошая и очень важная будет для вас. Так, смотрите. У вас, в принципе, да, вот самое важное на пороге, это вот то, что у вас, вот смотрите, какое-то руно появляется. Руно — это либо достаток какой-то, либо ресурсность. То есть вам могут там какое-то наследство передать, вы можете получить какую-то компенсацию, выплату, не знаю, там выиграть дело в суде и получить там деньги. Вы можете получить там, не знаю, там повышенную зарплату, либо что-то продать, да, и получить там прибыль. То есть у вас именно руно идет как прибыль какая-то дополнительная, вот этот момент. Но чтобы ее получить, вам придется либо несколько раз вот какое-то действие сделать, куда-то походить, что-то везде, вот не знаю, то есть у вас как-то с дорогами связано, что вам просто так не прилетает в карман. То есть вы везде ходите и вы, как говорится, выбиваете то, что вам положено. Но с другой стороны, вы делаете действия, да, вы идете и вы получаете. То есть тут закон справедливости у нас сохраняется. То есть смотрите, если у вас какие-то дела связанные именно с ресурсностью, с тем, чтобы получить ресурсы, все они будут удачные, они закончатся победой вашей и будут в вашу сторону вам польза идти. Так, еще тут момент у меня людей, несколько людей. То есть у вас, возможно, будут гости, возможно, какие-то нежданные даже гости, либо гости издалека. То есть люди, которых вы либо не ожидали, либо не ждали, либо не в таком составе, да, вы их ждали. Почему-то вот как будто бы сначала вы в шоке, что, боже, что я буду с ними делать, где я их там спать положу, да, чем кормить. А потом нормально, знаете, нормально вы скажете: Господи, почему вы раньше не приезжали, почему вы так долго там собирались, да, вот какое-то вот прям хорошее настроение вам люди подарят. Кстати, и вы куда-то кому-то пойдете. И когда вы кому-то пойдете, там вам что-то подарят, что-то дадут. Даже могут просто там угощенница вам дать с собой. Знаете, вот тоже у вас вот общение с людьми будет достаточно приятное. Вот с друзьями, с родственниками, с приятелями. Очень хорошее общение. Кстати, я вижу у вас какую-то очень выгодную покупку. Покупка выгодная, это может быть прям, не знаю, что-то, либо какой-то предмет, техника, да, либо какая-то одежда, вот, ну, дорогая, понимаете, вот что-то дорогое и очень выгодно вы как-то сможете купить. И знаете, как-то произойдет нежданно-негаданно, что вы пойдете за одним чем-то, да, и неожиданно наткнетесь на вот такое хорошее предложение, на выгодное предложение. И, конечно же, за него зацепитесь. Так, мои дорогие, я вижу, что у вас все неплохо, что у вас, конечно, тут события яркие будут, но все зависит от вас. То есть каких-то вот прям негативных, жестких моментов я у вас не увидела. Все, что было, я вас предупредила, дала вам ключи к некоторым ситуациям, а дальше все зависит, милые мои, от вас. Что мне нравится, да то, что вы
Как ни крути, я вижу, вот самое главное, да, что мне нужно было увидеть. Я видела, что вы под защитой высших сил. Я вижу, что над вами светит звезда, и я вижу, что ваш путь, он освещен. То есть, в принципе, никаких вот таких подводных, страшных каких-то ситуаций не будет. Все будет хорошо и стабильно. Так, мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.